Все. Все в порядке, меня слышно, да? Мгм. Так, добрый день, уважаемые слушатели. Кто есть на связи, если есть активные участники, которые планируют находиться в онлайн-режиме при просмотре вебинара, прошу поставить плюсик. Слышите, видите меня, все ли в порядке? Мгм. Активных участников, видимо, нет, будет, видимо, запись. Мгм. Ну ладно, надеюсь, что в записи меня увидят и услышат. Итак, сегодняшняя наша с вами тематика – это влияние родительского стиля воспитания на формирование отношений между детьми в семье. Рекомендации психолога. Напоминаю, меня зовут Коваленко Елена Васильевна, педагог-психолог регионального центра развития социальных технологий город Сыктывкар и также консультант Республиканского консультационного центра. Сегодня с вами пообщаемся на заданную тему. И введу в самом начале понятие все же, что такое сиблинги, то есть это термин, обозначающий детей одних родителей. То есть это братья и сестры, чаще всего кровно-родственные в семье. И начну с того, что в целом в семье проблема взаимоотношений детей имеет глубокие корни. Первые упоминания о драматических отношениях братьев встречаются в таких историях, как Каин и Авель, Исав и Иаков, и каждая эта история сопровождается похожим мотивом борьбы за первенство между братьями и сестрами. О том, чтобы описывали какие-то прямо безоблачные взаимоотношения между сиблингами, это достаточно большая редкость, в том числе, если вспомнить наши сказки, это всегда достаточно сложные отношения между тремя братьями, там 2 старших брата и младший Иван Дурак, да, когда всегда шла борьба за наследство отца. И чаще всего это были именно соперничающие мотивы. Несмотря на вот такое фольклорное, да, фольклорную соперничающую составляющую в этой теме, в обыденной жизни у родителей или у молодых людей, которые только готовятся стать родителями, бытует такой миф о том, что абсолютная любовь будет присутствовать в отношениях братьев и сестер, не омраченная никакими ссорами, никакими негативными эмоциями. Это будет любовь как данность, и гарантом которой является только лишь тесная, кровная, родственная связь между детьми. По факту реальность является несколько иной, и мы даже если переносить свой опыт взаимодействия с людьми, можем о себе сказать, что у нас есть свои какие-то личные предпочтения, нам люди либо нравятся, либо не нравятся, у нас есть некоторые, скажем так, аспекты восприятия других людей, на основе которых формируется либо симпатия, либо антипатия по отношению к какому-то человеку. Но родственников мы не выбираем, к сожалению или к счастью. И здесь включаются совершенно иные механизмы, да, и не всегда наш родственник попадает именно в те моменты, которые нам симпатичны в других людях. Поэтому ожидать от своих детей абсолютного принятия своего брата или сестры ошибочно. Просто потому, что это будут абсолютно разные люди с абсолютно разными характеристиками, и некоторый момент все равно познавания друг друга, принятия, сложностей в принятии будет в любом случае. Следующий момент, который
важно также упомянуть, что, конечно же, становление ребенка как личности начинается в семье. Это первое и определяющее внешние условия в жизни ребенка. Именно здесь ребенок учится взаимодействовать с окружающей действительностью, учится строить свое отношение к ней, либо доверительное, либо недоверительное. Именно здесь формируются первые навыки взаимодействия с окружением, способы взаимодействия в конфликтах и так далее. И первые люди, конечно же, с которым общается ребенок и у которого ребенок всему учится, это родители, но кроме вертикальных связей, для полноценного развития ребенка обязательно должны присутствовать горизонтальные связи. И это взаимодействие со сверстниками. Либо это будут сверстники, которые не являются родственниками, либо же это будут старшие или младшие сестры и братья. В семье, где есть сиблинги, взаимодействие между детьми влияет на развитие личности каждого ребенка. То есть у каждого ребенка есть последствия в становлении своей личности в зависимости от того, какую позицию в сиблинговых отношениях он занимал. Очень многое в поведении ребенка объясняется именно тем, какую сиблинговую позицию занимает ребенок. То есть очень многое можно понять, в частности, почему ребенок поступает так или иначе. Сиблинговые позиции влияют на многое, в том числе на такие моменты, как формирование определенных форм поведения, которым учится ребенок у старшего брата или сестры, что может служить либо толчком, стимулом к развитию личности младшего ребенка, либо же препятствием для его развития. Это и такой момент, как идентификация младшего ребенка не только с родителем, но и со старшим сипсом, который иногда может превосходить по авторитету даже своих родителей. Это и такой аспект, как материнское отношение к детям, как определяющий фактор в характере взаимоотношений между сиблингами. Это и влияние старших сиблингов на формирование социальных умений младших детей. Это и уход за младшим как условие, способствующее формированию социального поведения и чувства ответственности старшего сиблинга. Но так как у нас все-таки появилось понятие сиблинговая позиция, важно раскрыть этот момент. То есть сиблинговая позиция характеризует порядок рождения ребенка в семье и, соответственно, определяет специфику социальной ситуации, в которой находится ребенок, ситуации развития ребенка, формируется отношение к миру у ребенка, способы общения, деятельность и формы сотрудничества со взрослыми и сверстниками. И последователь Фрейда Альфред Адлер первым выделил такие порядковые позиции, как единственный ребенок в семье, старший ребенок или первенец, средний ребенок и младший ребенок, либо младший из 2 детей, либо младший из 3, ну, уже в зависимости от количества детей в семье. Именно Адлер первым сказал о том, что дети различаются по своему характеру в зависимости, в том числе, от порядка рождения. Порядок рождения важен, конечно же, в контексте семейной ситуации. Плюс мы, конечно же, учитываем природные характеристики, да, темпераментные особенности ребенка. Понятно, что сколько людей, столько и судеб, но, тем не менее, существует определенная предрасположенность, связанная именно с порядком рождения ребенка. Итак, мы коротко коснемся таких моментов, которые немножко характеризуют сиблинговую позицию. Итак, старшие дети. Английский психолог Фрэнсис Гальтон в своей монографии «Английские люди, науки, их природа и воспитание» отметил, что большинство выдающихся людей, получивших Нобелевскую премию, являются первыми детьми в семьях. Это позволило ему предположить, что первенцы имеют больший доступ к ресурсам, к родительским ресурсам и к финансовым,
и к образовательным, то есть чаще всего именно первенцы либо продолжают образование в семье, либо даже превосходят образование родителей. Старшие дети несут большую ответственность по сравнению с младшими детьми, играют в семье роль помощников, товарищей, опекунов для младших. И перворожденные дети получают больше внимания и заботы. Альфред Адлер также отметил, что старшие дети в семье получают власть, лидерство, они любят соблюдать порядок, традиции и стараются оправдать ожидания родителей, достигают все новые результаты, чтобы не потерять свое положение. В целом, что можно сказать вообще, если вот вспомнить свой родительский опыт, в том случае, если вы являетесь родителем нескольких детей, вы можете вспомнить, что, конечно же, первенец имеет завидное положение в семье. Он единственный ребенок, самый ожидаемый. Именно с ним связаны такие родительские чувства, как ощущение новизны, происходящего чуда. Родители чувствуют себя создателем рождающейся новой жизни. И, соответственно, первенец получает безграничную любовь, заботу от родителей. Он получает настолько сильное внимание, который не получает больше ни один из последующих детей. Родители волнуют буквально каждый аспект его поведения, его самочувствия. И первенец, конечно же, является монархом на троне, как ввел понятие Альфред Адлер. Ну и он единственный, кто переживает такое сложное чувство, как раз-таки свержение монарха с трона и потерю и любви к себе, как к единственному ребенку в семье. То есть остальные последующие дети не переживают такой достаточно сильной травмы, да, утраты вот этого чувства единственного человека в жизни своих родителей. Кроме вот такого как бы плюса и минуса, да, еще есть такой момент в жизни первенца. Они появляются в семье еще недостаточно готовые к детям. Уход в первые месяцы, иногда и годы, сопряжен с определенной долей неуверенности со стороны родителей. И поэтому родители характеризуются повышенной тревожностью в воспитании первенца. И, естественно, материнская тревога переносится на ребенка, и это достаточно зачастую, опять же, мы не говорим, что все, да, но тенденции. Мы говорим о тенденциях. Первые дети отличаются достаточно повышенной тревожностью. И в то же время, будучи единственными детьми, которые сталкиваются с потерей этой позиции, первенцы при рождении второго ребенка достаточно агрессивны и эгоистичны в своей позиции, и эти черты усиливаются при появлении второго ребенка, который, естественно, забирает часть внимания родителей, которая изначально принадлежала только ему. Вот такие вот нюансы, которые влияют на становление характера, личности старшего ребенка, мы можем отметить. О чем же говорят сами дети. То есть проводили опрос старших детей. И вот о чем говорили сами старшие дети. Итак, был им задан вопрос, какие вы видите плюсы и минусы в своей позиции, являясь старшим ребенком в семье. Итак, старшие дети отмечали, что однозначный плюс – это то, что мы являемся образцами для младшего ребенка, что родители брали в какие-то ответственные поездки с собой и вообще на ответственные дела, там с папой на рыбалку, с мамой по каким-то важным делам. Это то, что всегда покупаются новые вещи, дают больше самостоятельности, возможность командовать, давать указания младшим, устанавливать свои правила. И родители доверяют сложные дела и советуют при решении каких-то семейных вопросов, включают в семейный совет. То есть это то, что отмечали старшие как плюс. Но что же отмечали они как минус? Во-первых, это постоянная ответственность и невозможность расслабиться, получить удовольствие. Отмечают, кстати, многие
комплекс старшего ребенка — это как раз-таки неспособность получать удовольствие во взрослом состоянии. Возможно, это связано с тем, что ответственность сопряжена с контролем, и контролем не только за младшим, за ребенком, но и за своими эмоциями, чувствами. Но, как мы знаем, чрезмерный контроль порождает сложности с таким аспектом, как получение удовольствия. Следующий минус составляет смотреть за младшим, приходится гулять с хвостом, приходится делиться, меньше любви и ласки, да, больше уважения как плюс, больше отношения как к самостоятельной личности, но меньше именно каких-то вот таких вот телесных проявлений любви со стороны родителей. Это завышенные требования, это много домашних поручений и больше попадает от родителей, в том числе из-за младшего ребенка. Также лишение исключительной позиции в обладании любовью матери. Это отмечают все старшие дети. И тревога не оправдать доверие старшим, и в связи с этим слишком правильное поведение, не такое спонтанное, свободное, как может быть у других детей. Это то, что отмечают именно сами старшие дети. Средние дети. Что о них говорят исследователи? Средние дети ощущают себя изгоями, потому что им не достается тех же преимуществ, что и первые дети, но и внимания, как младшие, они тоже недополучают. Чтобы как-то выделиться среди братьев и сестер, им приходится прокладывать свой особый нелегкий путь. То есть если старшие чаще всего, в среднестатистических, скажем так, показателях это ответственные дети, которые чаще всего продолжают родительское дело. Младшие — это баловни, да, родителей. У средних всегда сложный путь. Как же занять все-таки место под солнцем, если две вот такие вот позиции уже заняты другими детьми? Зачастую средние дети выбирают отход от правил и норм. Но опять же, мы не говорим, что это будет обязательно, но родителям необходимо знать, что могут возникнуть такие нюансы. Появление на свет второго ребенка, как плюс, исследователи отмечают, что гораздо меньше сопровождается меньшей тревожностью со стороны родителей. Родители уже не так беспокоятся за какие-то эмоции ребенка, за его, может быть, какие-то нарушения поведения. Родители более уверенно чувствуют себя в плане своей родительской компетентности, и родители уже не так сильно опекают среднего ребенка. Мама по отношению ко второму ребенку, как правило, да, более последовательна, но менее нежная, менее ласковая. Поэтому второй и следующие дети получают гораздо меньше от мамы любви и ласки априори. Но зато они более уравновешены и оказываются в более спокойной, стабильной атмосфере семьи. Мы берем все-таки среднестатистическую, непатологичную семью, да, где складываются достаточно хорошие структурные связи и достаточно хорошая атмосфера в семье. А второй ребенок сталкивается с иными, но не менее сложными обстоятельствами, да, если старший ребенок у нас переживает кризис свержения с трона, когда он перестает быть единственным ребенком, то у среднего тоже есть свои сложности. Он никогда не переживет ситуации быть единственным любимым ребенком, которому отдано все внимание, безоговорочное восхищение. И даже исследователи показывают, что со вторым ребенком мама меньше разговаривает, меньше им занимается. Частично это, конечно, восполняет старший ребенок, и потому настолько важен для среднего ребенка отец. Именно он больше обращается к отцу для восполнения этого сосуда, скажем так, да, для восполнения нехватки любви, которой не хватает со стороны мамы. Родители ожидают от старшего меньше, от среднего меньше, чем от старшего. Поэтому второму ребенку в большей степени темп для его развития задает именно старший брат или старшая сестра.
И именно ситуация побить рекорд старшего является стимулом для его развития. Поэтому иногда он может превзойти своего старшего брата или сестру. А, Могут в связи с этим присутствовать в характере такие черты, как соперничество и честолюбие. И стиль жизни может пойти по пути стремления доказать, что он лучше и старше своего старшего брата или сестры. И в целом характерна у среднего ребенка ориентация на достижения. Поэтому развитие второго ребенка, среднего, требует от родителей на самом деле тоже достаточно чуткого и внимательного отношения с учетом вот тех тенденций, которые мы описали. Мгм. Еще раз повторю, да, что позиция его уникальна тем, что сверху него есть старший ребенок, первенец, который уже самый лучший, самый сильный, самый способный. Как правило, именно такое отношение к старшему ребенку. И в то же время он не может конкурировать с младшим, с малышом, так как не может уже обладать его непосредственностью, очаровательностью. Это то, чем берет младший ребенок любовь родителей. И оказавшись между этими двумя позициями, средние дети чаще, чем другие, могут чувствовать себя обиженными, отвергнутыми, ощущать чувство несправедливости по отношению к себе вот в распределении родительской любви между детьми. И такое вот внутреннее состояние побуждает их доказывать какую-то свою состоятельность. Что говорят сами средние дети? Интересно посмотреть. Итак, как плюсы они отмечают защиту и любовь отца. То есть это то, что очень важно именно для среднего ребенка. Все решения, действия остаются за мной. Потому что, как правило, родители не так уже прицельно следят за средним ребенком. С меня меньше спрос, но есть помощь старших. Я умею делиться вещами. Чаще всего мне характерно самовоспитание. У меня есть большая семья, мне есть с кем поделиться, и я умею вести переговоры и ладить с разными людьми, потому что мне нужно общаться как со старшими, так и с младшими, так и с родителями. Это совершенно разное взаимодействие по вертикали, по горизонтали. Что средние дети отмечают как минус? Это донашивание одежды, приходится возиться с младшими, отсутствие личного пространства в доме. Для средних это очень важно. И мало внимания от родителей. Вот эти вот нюансы можно учитывать в том случае, если у вас несколько детей, и это вот те аспекты, на которые можно обратить внимание при организации жизни своих детей. Что касается младших. Альфред Адлер отметил, что к младшим детям не предъявляются такие высокие требования, как к старшим, но они и воспринимаются как менее способные. И это беда, которую отмечают все младшие дети. Зачастую они говорят, в консультациях встречаются такие моменты, что почему старших детей родители заставляют учиться, заставляют идти вперед, почему по отношению ко мне родители уже вот, скажем так, опускают вожжи, да, и в итоге я, может быть, имею не такую сильную базу, как старший ребенок. Очень часто жалуются младшие дети именно на это. И родители стараются уделить им больше внимания, поддаются на все уговоры. Ага. То есть младший ребенок дольше, чем первый или средний ребенок, испытывает к себе снисходительное отношение взрослых и продолжительное время остается малышом. И младшие дети отмечают это именно как минус. К нему не выдвигаются такие жесткие требования, ему дольше и больше помогают даже тогда, когда в принципе у него уже появляются самостоятельные навыки справиться с возникшими трудностями. И снисходительное отношение приводит к тому, что ребенок мало включается в обычную жизнь семьи, скажем так, в игровых ситуациях, но решать уже взрослые вопросы. Чаще всего ребенок слышит: подогоди, ты еще маленький, это еще тебе не по силам, и, привыкнув к помощи окружающих, принимают ее как должное. Встретившись с более серьезными препятствиями, они ждут поддержки от окружающих, и уже во взрослом состоянии она не всегда приходит.
Также на личность младшего ребенка большое влияние оказывает и то обстоятельство, что родители по сравнению с первенцем не меняли к нему так резко отношения. То есть младший родился в любви, и он в этой любви растет. Не испытав, как старшие братья или сестры, свержения престола, с престола он более уверен в постоянстве эмоционального отношения родителей к себе, и поэтому растет достаточно уверенным в себе и оптимистичным. То есть это вот как плюс этой позиции. Что говорят сами младшие о своей сиблинговой позиции? Как плюсы они отмечают, конечно же, это опека и забота старших, братьев и сестер по отношению к ним. Это больше внимания от родителей, это помощь в делах, им уступают в игрушках, в играх и предъявляют меньше требований. Но что они отмечают как минус? Достаточно часто достается от старших. Старший самый умный, хочется быть таким же значимым, как старший. Это вот основной момент, наиболее часто отмечаемый младшими как минус. Это высокая чувствительность к материнской заботе, это высокая эгоцентричность. То есть младшие, становясь взрослыми, отмечают, что им достаточно сложно и в какой-то семейной ситуации скажем так, сочетать свои интересы и интересы своего партнера. И в социальных ситуациях сложнее вступать в партнерские взаимоотношения. И, в принципе, не просто строить отношения со сверстниками, потому что привыкли занимать позицию в семье опекаемую. На это не всегда идут окружающие. Угу. Итак, мы коснулись такого момента, как сиблинговые отношения. То есть это отношения, которые затрагивают детей, рожденных в одной семье, и которые являются друг другу родными братьями и сестрами. Какие бывают отношения между детьми? Один из вариантов взаимодействия сиблингов – это состязание. Соревнования в чем-либо, синонимы, да, соперничество или же конкуренция. Угу. Вот смотрите, в принципе, вы даже можете, если вы являетесь родителями, дать такое задание своим детям, нарисовать я и мой брат или я и моя сестра, обязательно дать задание, что мы в какой-то деятельности, обязательно нужно, чтобы было подписано, да, кто здесь я, а кто мой сиблинг. И кроме деятельности обязательно должен быть фон на рисунке. И вы можете посмотреть, то есть не нужно проецировать какие-то свои вещи, ребенок должен сам свободно нарисовать рисунок. И вот смотрите, рисунки, которые отражают позицию соперничества. В данном случае здесь есть младший брат, который подписан я, и старший брат. Вы можете заметить, соперничество уже отражено в том, что нарисованы практически как близнецы одного возраста, в одной одежде. То есть в том случае, когда есть нормальное толерантное отношение между братьями и сестрами, всегда соблюдается иерархия, в том числе и в рисунках. То есть всегда есть старший ребенок и младший. В том случае, когда эта иерархия начинает нарушаться в рисунке, это говорит о том, что присутствует стратегия соперничества. Для стратегии соперничества всегда характерно разделение листа пополам. Вы видите, да, на две зоны, и в каждой зоне примерно все расположено одинаково, да, то есть вот оно соперничество. Я хочу, чтобы все и у брата, и у меня все было одинаково. Не дай бог, чтобы был какой-то камень преткновения для раздора. Угу. Вот еще один пример, да, снова видите два брата, опять же не видно, еле заметно, кто здесь старший, кто здесь младший, очень похожая одежда, похожий вид занятия, да, и это также говорит о соперничестве. Угу. И вот третий рисунок тоже рисовали реальные дети. Опять же, я и Андрей, да, смотрите, четкое разделение поля для каждого из братьев.
и четкое отделение рисунков на стороне листа. Еще такой момент, смотрите, солнце только со стороны одного брата, то есть, ну, ресурс, некий ресурс, ну, мы не будем тут уж фантазировать, да, что он обозначает, но тем не менее, некий ресурс находится только со стороны одного из детей. То есть вот оно соперничество или состязание, да. Вообще здесь важно сказать о том, что наличие сиблинга как такового уже само по себе является важным, само по себе является фактором, провоцирующим порождение конкуренции. Сиблинги могут бороться друг с другом за что угодно. Чаще всего это родительское внимание, любовь, за территорию, за обладание чем-либо. В их отношениях практически всегда будет присутствовать соревновательность. Кто лучше, кто сильнее, кто умнее, кто красивее. Соперничество, конкуренция старшего и младшего ребенка – это явление очень распространенное, и большинством психологов, психиатров признается как практически неизбежное. Родители могут провоцировать детей соперничать сильнее, да, и смысл выстраивать определенным образом родительское воспитание необходимо не для того, чтобы вообще исключить соперничество, это практически невозможно, а для того, чтобы снизить степень накала в этих взаимоотношениях. Родители, именно родительская любовь, по мнению исследователей, оказывается на первом месте причиной для детской конкуренции. И соперничество, также отметили исследователи, обнаруживается преимущественно среди детей, родители которых непоследовательны в применении дисциплинарных мер и мер поощрения, а также в проявлении сигналов внимания и любви. Выделяют 3 стратегии соперничества. Первая стратегия. Старший сиблинг изначально воспринимается как препятствие между родителем и младшим ребенком, что ведет к конкурентным отношениям и проявляется у младшего как ябедничество, чрезмерное хвастовство и стремление унизить старшего. А старший же, в свою очередь, стремится наказать младшего, унизить и дискредитировать его в глазах родителей. Ну, сразу же отслеживаем, что свойственно в моей семье. Да? Вторая стратегия. Энергия младшего ребенка направлена не на конкуренцию с СИПСом, а на ломку родительских ограничений и правил, норм, которые устанавливают родители. Родителям это чаще всего кажется как разбалованность, недостаточная строгость в воспитании. Родители начинают закручивать гайки, но итогом такого вот стиля взаимодействия родителям с ребенком чаще всего становятся какие-то правонарушения, протесты уже в более старшем возрасте, если это изначально не воспринять более мудро и не отрегулировать. Третья стратегия. Ребенок отказывается от борьбы за себя, теряет надежду достичь собственной значимости и любви окружающих, и при попытке взрослых как-то помочь специально показывает свою неловкость, глупость, то есть ведет себя немножечко так, как юродивый, да, в семье, и скрывает свои истинные способности и возможности. Напомню еще раз, что отношение родителей к детям играет определяющую роль в выборе и способах поведения старших и младших сиблингов. И поэтому одним из механизмов родительской поддержки при соперничестве является, конечно же, повышенное внимание и любовь к каждому из детей. И здесь важно упомянуть такой аспект, что для русских именно родителей свойственно любовь и внимание детям давать в качестве награды за какое-то достижение. И, соответственно, вот в таких условиях конкуренция среди детей достигает особенного предела, потому что дети начинают соперничать за свои достижения, ну и, соответственно, за получение награды в виде родительской любви. И
В том числе родителям очень важно избегать сравнения между собой братьев и сестер. Ощущение своей привлекательности для родителя у ребенка является ведущей потребностью. И это касается, кстати, как своей физической состоятельности. То есть родители даже не представляют, как ребенку важно быть физически привлекательным, красивым для своего родителя. Мгм. Так и интеллектуальная состоятельность в глазах своего родителя. В ситуации, когда ребенку ставят в пример своего старшего или младшего брата или сестру, именно как физически более привлекательного объекта или интеллектуально более развитого объекта, является очень болезненной, чрезвычайно болезненной ситуацией, вплоть до возникновения ненависти по отношению к предъявляемому образцу для подражания. То есть в том случае, если вы вот по тому, что мы сейчас обсудили, видите признаки соперничества у своих детей, значит, нужно абсолютно исключить ситуацию сравнения двух своих детей. И более того, желательно искать именно то, чем похожи дети. Да, есть большое количество психологических и непсихологических упражнений на поиск похожести вообще людей между собой. Да? Мгм. Следующая стратегия взаимодействия братьев и сестер – это противостояние. Это также борьба, противопоставление чему-либо и кому-либо, но она в отличие от соперничества, она характеризуется уже более выраженным эмоциональным накалом и проявлением большей, я не скажу агрессии, но тем не менее более выраженной негативной эмоциональной составляющей. Вот рисуют дети, да, мы можем видеть девочку Вика, 15 лет, да, подписана я. И смотрите, на второй половине листа находится мама и младшая сестра, погодки, заметьте, да, и выражено, да, разделение поля. Мама находится на стороне младшей сестры. И посмотрите фон, да, насколько вот эмоционально напряженный фон. Угу. То есть это вот рисунок, отражающий противоборство. Вот следующий рисунок, ну, уже более маленьких детей. Тоже, заметьте, достаточно напряженный эмоциональный фон. Посмотрите, опять же, дерево как ресурс. Не будем гадать, да, что это за ресурс, но, тем не менее, это какая-то защита, да. Находится на стороне одного из детей, тоже противоборство, да. Угу. Угу. Так, и третья стратегия – это избегание. То есть это уклонение, отказ, уход от чего-либо неприятного. И посмотрите, как это интересно отражается в рисунках. Угу. То есть смотрите, вот здесь трое деток рисовал вот Саша. Да, вот здесь вот около дерева он находится. И посмотрите, все дети занимаются абсолютно разной деятельностью, никто не смотрит друг на друга. Да, то есть совершенно нет никакой контактности между детьми. Ну, понятно, что мы не судим по одному рисунку, да, естественно, что контекст семейной ситуации также известен психологу, да, вот, и рисунок только идет как дополнение к ситуации. Угу. Вот, смотрите, тоже интересное проявление стратегии избегания. Я нарисованная девочка практически стертая, да, то есть тоже уход, избегание семейной ситуации, исчезновение, скажем, из семьи, да, то есть такая стратегия поведения, когда нет возможности побороться за материнскую любовь. Тоже вот достаточно такой интересный рисунок. Вот то, что вы можете наблюдать в рисунках, да, взаимоотношения между детьми. И четвертая стратегия взаимодействия между сиблингами – это принятие.
То есть когда есть признание, включение, понимание в общую деятельность, понимание друг друга. И вот посмотрите, брат и сестра. Да, это общая деятельность, это ресурсы с обеих сторон, солнце и дерево. Эмоциональный фон ровный, спокойный. Следующий, смотрите, тоже интересный рисунок. То есть это все одни и те же брат и сестра. Вот они здесь вместе, да, гуляют в парке. Вот здесь они вместе играют в настольную игру. Вот здесь они вместе, там Алена сидит за компьютером, брат читает книжку. То есть совершенно иного порядка рисунок, нежели вот мы с вами наблюдали ранее. И вот еще отражение. Заметьте, и иерархия видна, да, кто старший, кто младший, ресурсы со всех сторон и обязательно общая деятельность, да, ну и общий фон настроения такой достаточно положительный, позитивный. Ну, напоминаю, что вот такие стратегии принятия – это достаточно большая редкость, да, и это и сочетание особенностей, темпераментных особенностей детей и, конечно же, мудрое родительское воспитание. Мгм. Итак, теперь мы поговорим немного все-таки о рекомендациях для родителей, да, насколько все-таки, что важно родителям делать или не делать по отношению к своим детям. Ну, конечно же, эта рекомендация больше подходит для тех, кто планирует все-таки, да, и способен планировать рождение детей в семье. От того, насколько большая разница в возрасте у детей сиблингов, от этого зависит, насколько близкими и дружественными будут их отношения. Вообще исследователи отмечают, сейчас, секунду, прошу прощения, если разница составляет менее 3-4 лет, то детям приходится соперничать за значимую заботу, внимание родителей. Ведь в этом возрасте, в принципе, дети еще очень сильно зависимы от взрослого. И другим взрослым, социальным институтам достаточно сложно заменить родителя для таких маленьких детей. Первенцу всегда тяжело потерять свой статус лидера. И считается все-таки, что идеальная разница – это 4-5 лет между детьми, когда один ребенок уже прошел кризис 3 лет, кризис 7 лет еще не начался, малыш уже более самостоятелен, он готов вести разговор со взрослыми, и можно начать обсуждать с ним его эмоции, чувства, можно направлять эти эмоции, чувства. Это уже проще сделать с более взрослым ребенком. Ну, то есть это в том случае, если родители в состоянии спланировать рождение детей. Второй момент очень важный. В бессознательном каждого ребенка, потому что мы все-таки вышли из животного мира, да, где мы наблюдаем и иерархичность жесткую, и это инстинктивный момент. В бессознательном каждого ребенка заложено правило хронологического первенства. Это подразумевает, что старший ребенок имеет больше прав, привилегий, чем все последующие дети. И они являются представителями родителей. Поэтому если в семье это правило соблюдается, и наличие больших прав у старшего ребенка подтверждается родительской позицией, ну, понятно, и это все сопровождается все-таки некими моментами справедливости, то младшими детьми признается авторитет старшего безоговорочно. Вот искажение этого правила, что зачастую в наших именно российских семьях встречается, что младший становится центром семьи, главными любимчиками, старших задвигают на задний план, они становятся просто, скажем так,
помощниками бытовыми по дому и, в частности, по отношению к младшему, а больше прав имеет младший, в том числе и покомандовать старшим. Вот это именно приводит к обострению конфликтов и внутриличностному напряжению у каждого ребенка, потому что нарушение иерархии порождает в любом случае у каждого ребенка свои какие-то негативные последствия. Третий момент– это вмешательство родителей в отношения своих детей. Это всегда очень сложный и деликатный вопрос. Подходить к нему нужно всегда очень осторожно, очень внимательно, не нахрапом, не эмоционально. И главное, чего необходимо придерживаться мамам и папам, это в большинстве случаев любое участие в споре между детьми родителя приведет только к еще большему конфликту сиблингов. Это родитель должен помнить всегда, прежде чем вмешаться в конфликт своих детей. Важно упомянуть факторы, которые влияют на возникновение конфликтов между сиблингами. Ну, во-первых, это ревность. Ребенок ощущает, и это часто встречается именно в российских семьях, получает меньше заботы, чем уделяется сиблингу. У нас вообще очень, нашим семьям очень свойственно сравнивать детей. Посмотри, моя-то вот такая, а твой-то в тебя пошел, да, моя кровь, а это-то твоя кровь, ты там папина дочка, сын мой, мамин, да, и вот вроде бы шутка шуткой, но у детей это складывается в определенную картинку, во-первых, непонимание, все-таки это хорошо быть похожим на папу или плохо, это хорошо быть похожим на маму или плохо, то есть идут такие сложности в идентификации с мамой или с папой, да, далее, ну, то есть становится где-то стыдно за себя, что где-то я похож на папу, на маму, да, более того, там папа любит больше дочку, мама любит больше сына, или, допустим, в семье вообще, в принципе, такой сценарий из поколения в поколение идет, где, допустим, к девочкам относятся более ущемляюще, а мальчишки это вообще, да, то есть это Бог в семье, неважно, это отношение к мужу, это отношение к сыну, то есть здесь вообще все привилегии для сына, ну, а девочка это как бы, ну, девочка, да, ну, вот как бы, ну, родилась. Да? То есть именно вот российским семьям свойственно вот такое разделение в родительской любви, да? То есть кому-то реально достается меньше, кому-то больше. Проявляется это и во времени, которое достается одному и второму ребенку, и даже в покупках. Дети это все очень четко наблюдают. Угу. При попытке привлечь к себе внимание различными способами, такой ребенок, например, да, ну, гадкий утенок, скажем так, в семье, получает оговорки и осуждения. Вот таким образом возникает ревность. Зависть тоже появляется, когда малыш замечает несправедливое отношение к себе. Другой ребенок получает подарки больше, лучше, похвалу больше, лучше. Это надолго остается в памяти ребенка на всю жизнь. То есть, в принципе, вот отношения сиблингов, они не заканчиваются в детстве. Это все переносится, в том числе во взрослое состояние. Мы помним о том, что мы помогаем ребенку создать социальную среду, которая будет помогать ему в сложных ситуациях. Поэтому настолько важно вот создать крепкие узы между братьями, сестрами, потому что в дальнейшем, когда нас как родителей не станет, именно они, желательно, чтобы именно они помогали друг другу. Угу. Вот в том случае, когда ревность и зависть устойчиво и долго длятся в семье, вот именно тогда появляется уже враждебность и агрессивность между детьми. То есть, если вы понимаете, что ваши дети уже дерутся друг с другом, значит, вы упустили тот этап, когда дети просто ревновали друг друга к родителям или испытывали зависть по отношению друг к другу вследствие вот такого родительского поведения. Именно вот тогда уже появляется враждебность. Ну и есть такой фактор, как усталость, когда
Усталость становится причиной конфликта между детьми. Это в том случае, если на старшего сиблинга действительно перекладывается много обязанностей по уходу за младшим. То есть по факту он начинает играть роль третьего взрослого и не учитываются его детские потребности. Да? Потребность побыть ребенком, потребность побыть, испытать защиту по отношению к себе, ласку, любовь, какие-то эмоциональные вещи. Просто возможность побыть ребенком, а не взрослым по отношению к младшему брату или сестре. Следующий момент. Есть ряд ситуаций, которые взрослый должен избегать, чтобы не спровоцировать еще больший конфликт. Стараться по максимуму не принимать сторону ни одного из сиблингов. Это всегда усилит конфликт между детьми. Все, солнце зажглось на стороне другого. По факту я умер для родителя, да, то есть это достаточно глубокая травма для ребенка. Нельзя придавать большое значение мелким ссорам, то есть какие-то вещи дети должны улаживать между собой сами. Угу. Ни в коем случае, с другой стороны, нельзя игнорировать именно физическое и эмоциональное насилие между детьми. Нельзя не давать высказываться каждому из сиблингов в случае конфликта. Каждый должен сказать, высказать свою позицию, рассказать о своих эмоциях. И нельзя рассказывать о ситуации посторонним людям. Ну, в принципе, дети не любят, да, когда рассказывают какие-то вот такие семейные ситуации и вообще историю о себе чужим людям. То есть у ребенка возникает ощущение некоего предательства. Да, когда ребенок, когда родитель отдает часть семейной истории, ну, непонятно кому. Да? Угу. При ссорах детей необходимо научить их разбираться в этом самостоятельно. Это главная задача родителя. Нельзя приучать сиблингов ябедничать, просить помощи у родителей. Но мы не говорим об исключительных случаях. Да? То есть это мы все обговариваем с детьми, и случаи физического и эмоционального насилия обязательно доносятся до родителей. Важно детей научить выражать свои чувства. Я злюсь на тебя, потому что ты взял мою игрушку. Это поможет решить конфликты без драк и криков. И в каждой семье должны быть установлены какие-то правила. Например, правило «стоп». Когда одного из детей что-то не устраивает, он может сказать «стоп», чтобы другой прекратил. И таким способом можно отучить ребенка жаловаться на брата и сестру, да, то есть они научатся регулировать какие-то моменты между собой сами. И при возникновении конфликта важно дать возможность высказаться каждой стороне. И важно не только, чтобы дети обвиняли друг друга, но и предлагали свои способы решения, которые устроят каждого из них. Помним, что у нас есть разные стратегии, да, решения конфликтных ситуаций. И помним, что компромисс – это не самая лучшая стратегия. Это когда и не тебе, и не мне, как бы и не очень хорошо. Да? Угу. Лучшая стратегия – это когда победил-победил. То есть и когда и мне максимально выгодные условия удалось получить, и моему брату, сестре тоже в том числе. Следующий момент. Родители должны предусмотреть, ну, конечно же, исходя из своих возможностей, чтобы у каждого ребенка было свое личное пространство. То есть даже одну комнату важно хотя бы зонировать. Угу. И свободное время, которое он может провести либо так, как он хочет, либо с родителем. Если отношения сиблингов складываются так, что несут угрозу безопасности каждого из детей, следует рассмотреть все-таки вариант, постараться устроить их раздельное проживание. Ну, имеется в виду, что разные комнаты. Понятно, что не территориально вообще разделить. Да? Для сплочения родители могут использовать совместные дела, совместный досуг. Например, не нужно что-то прям фантастическое придумывать. Это элементарные семейные правила. Садиться за стол и есть только вместе. Да, не каждый отдельно в своей комнате у компьютера. Это вместе, например, вечером после прогулки поесть мороженое. Хорошо подойдут совместные игры и занятия, в которых нельзя участвовать в одиночку. То есть можно только вдвоем, если играть получится. Труд и домашние дела стоит организовывать совместно, чтобы избежать обвинений в особом отношении к одному из детей. То есть это прямо должна быть система, продуманная
родителями, не что-то там по наитию, а сегодня ты там делаешь что-то, да. Вот. Важно мне сказать также о том, что привязанность к родителям – это важнейший компонент развития ребенка. Это форма эмоциональной коммуникации, взаимодействия с родителями, прежде всего с матерью, как наиболее важным лицом, самым близким. И недостаток эмоциональной заботы, например, рано отдают в ясли, перепоручают уход там, няням, бабушкам, другим родственникам, выделяют одного ребенка на фоне другого. Об одном я забочусь, но обо втором заботится там бабушка. Дети вот недостаток эмоциональной заботы восполняют разными способами. С одной стороны, они могут, например, часто приходить в возбужденное состояние, кричать, плакать, клянчить что-то, да, и мы можем это наблюдать между сиблингами. Кто-то, один из сиблингов может занять именно такую позицию. Но вместо изменения своего поведения родители начинают, наоборот, закручивать гайки и продолжают не обращать внимания на эмоциональное состояние ребенка. И вот в таком случае, если ситуация будет продолжительной, у ребенка возникнет компенсаторное развитие самолюбия, с чем довольно часто на консультации приходят родители, братьев и сестер. Когда ребенок односторонне начинает любить себя, в противовес чувства любви к другому, в том числе к своему брату или сестре, и уже не способен делиться нормальными позитивными эмоциями, не нормальными, а позитивными эмоциями со своими родителями, в том числе со своим братом и сестрой. То есть в том случае, когда начинает проявляться вот именно такая черта, как самолюбие, важно восполнить вот этот вот недостаток эмоциональной заботы по отношению к ребенку. Ну и что можно сделать, чтобы понять, каков я по отношению к своим детям. Это полезно сделать каждому родителю, и даже в том случае, если вы уверены, что у вас все хорошо, но тем не менее пересмотреть какие-то моменты можно. Возьмите лист бумаги, разделите его пополам и поставьте имена соперничающих, противостоящих или избегающих, ну даже если у вас все хорошо в семье, друг друга, детей, сиблингов. На одной половине листа напишите все то, что вас радует, чем вы гордитесь в одном ребенке, за что вы ему благодарны, чем вы ему обязаны, чего вы ждете от него в будущем. А на другой половине напишите все те же самые аспекты, которые вы испытываете по отношению ко второму ребенку. И результат даст пищу для размышлений. Если обе стороны будут заполнены одинаково, это не значит, что там оба будут поварами там и так далее, да? Но тем не менее, если одна сторона будет заполнена плотным текстом, а на другой стороне будет написано мало, или с одной стороны будет больше позитивного, а с другой больше негативного, или вы не найдете, что написать, надо будет подумать, как уравновесить эти две половины. Угу. Ну что, у меня все. Тема богата, да, вопросами. То есть эта тема мало изучена, в принципе, в науке. Эта тема сложна, в ней много противоречий. Да, каждая семья, как говорится, потемки для, в том числе и психологов иногда, да, но тем не менее, вот опираясь на какие-то вот те моменты, которые мы с вами сегодня обсудили, можно попробовать создать взаимоотношения между вашими детьми более гармоничными. Ну и всегда все, что касается консультаций родителей по отношению к их детям, всегда каждый психолог говорит о том, что все-таки именно родитель на белом листе своего ребенка пишет судьбу дальнейшую своего ребенка, да, то есть очень много во взаимодействии родителя с детьми влияет на то, каким будет взаимодействие у сиблингов. Либо это будет соперничество, либо все-таки это будет принятие. Угу. Так, я благодарю за внимание тех, кто был активен, и те, кто будут просматривать в записи вебинар.
Все вопросы можно будет задать, если что, через консультационный центр. Я благодарю за внимание. Всем до свидания.